В Магасе в павильоне «Сделано в Ингушетии» прошла ярмарка прикладного искусства. Она организована обществом Дзурдзуки совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии на средства президентского гранта. Здесь же прошел традиционный аукцион с привлечением денежных средств на благие дела. Репортаж Тамары Хашагульговой. Ярмарка с национальным колоритом. Тут вам и ингушская музыка на дахчинпандере, и халва, и истинги, изготовленные вручную умелыми ручками мастериц. К примеру, Лиана Имагожева этот вид искусства начала осваивать совсем недавно, но сразу втянулась и поняла, что это ее. Если тебе нравится то, чем ты занимаешься, тогда это уже физически сложно, а остальное уже не кажется сложным. Там разные техники есть. Мокрое валяние, сухое валяние. Мы там попробовали попробовали на коврах. Коврами, я не знаю, ничего не сравнится, потому что это ингушские орнаменты, которые ты наносишь. Вот кажется, вот так работали бабушки наши. Это приятно. И рисовать их приятно, и создавать их приятно. И они имеют практическое значение. Возможность попробовать себя в таком непростом и интересном ремесле у Лианы и еще 14 мастериц появилась благодаря проекту «Орнамент. Символ жизни», который поддержал фонд президентских грантов. Мастерицы в течение полугода осваивали технику войлочного ковроделия. Все, что душе угодно. Здесь и изделия из дерева, бумаги, железа, бисера. Что называется, работы на любой вкус и кошелек. К примеру, мастер-прикладник Марет Наурузова пробует себя сразу в нескольких жанрах. Так ей лучше удается передавать свои мысли и переживания в своих творениях. У меня здесь тоже свои работы, орнаменты из бумаги, модуль оригами и квилинг у меня. Я занимаюсь уже 3-й год. Модуль оригами и квилинга. Каждый прямоугольник складывается в модуль, а соединяются они путем вкладывания друг в другу. Творения, в которых видна душа творца, а не штрих-код, как на штампованных на конвейере изделиях. Пока одни стоят в очереди за истингом, другие разглядывают башенные скульптуры из различных материалов. Никто не остается в стороне от такого яркого события в жизни народных промыслов. Глаза разбегаются, очень много красоты. Но больше всего мне нравится изделие из дерева. Вот, допустим, эта ручка. Это ручная работа, это ручная вырезка. Есть еще и лазерная вырезка. Но это намного лучше, больше ценится и больше времени уходит на это. Но результат того стоит. Я случайно проезжал, увидел вашу ярмарку, зашел, она мне очень понравилась. Так как я сам тоже художник и люблю это ремесло, посмотреть. Красиво, конечно. Если бы еще больше... У нас очень много талантливых людей, художников. Если вот это все объединить по республике, да, наверное, бы нам этого места было мало. Встретить интересных творческих личностей и уникальные предметы, сделанные их руками, отыскать что-нибудь эдакое или просто часами гулять, изучая плоды труда мастеров, сегодня могут все желающие. Вход совершенно свободный. Ставили результаты работы и учеников, и учениц, и помимо этого сами мастерицы, мастера представили свои какие-то разные интересные вещи. Здесь присутствует сегодня Ассоциация ремесленников Республики Ингушетия, которая представила свои какие-то наработки из дерева, из ткани, в общем, совершенно разные. В общем, наша главная задача – это соединить, объединить и собрать на единой такой площадке мастеров декоративно-прикладного искусства республики и классно провести время. Кульминация ярмарки – традиционный аукцион. У каждого мастера есть возможность представить свой продукт, чтобы вырученные деньги направить на благое дело. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.